Стереотипные вопросы – это рубрика телепередачи «Вестник Харысхал» в формате интервью. Героями являются люди с инвалидностью и родители, воспитывающие детей с инвалидностью. В ходе рубрики герой отвечает на 10 вопросов о своей инвалидности, тем самым опровергая сложенные обществом стереотипы о ней. Гостем этого выпуска стал молодой человек с приобретенной инвалидностью. Меня зовут Артем, мне 29 лет. Работаю редактором медиапланирования на телеканале Якутия-24. Это произошло в 2009 году. Это последствия автотравмы. У меня ампутация средней трети голени правой ноги. Травму я получил в 2009 году в августе месяце. Протез я начал носить. Первый протез тренировочный, это был декабрь того же года. Он был обычный, тренировочный, специально делают на ремнях, чтобы он держался. И я потихоньку ходил по несколько часов в день. Я помню свою первую реакцию, ладно, бывает. Я такой начал думать, и что дальше? До того, как я увидел, что произошло, последствия, ты до сих пор чувствуешь ногу. Ты чувствуешь пальцы, все ты можешь двигать якобы. Это все остается на пару месяцев с тобой. Первые дни все были в шоке, конечно. Никто не сталкивался с этим. Не знали, что делать. Они узнавали все, как мне дальше ходить. Собирали документы для инвалидности. Узнавали вообще, как куда пойти изготовить протез. Образ жизни сильно не поменялся. Наверное, я стал более активный, потому что эти полгода они выбили из колеи меня и очень мало двигался. А потом, когда сделали протез, я уже начал больше двигаться, больше ходить. Инвалидности как таковой не стеснялся. Стеснялся, наверное, больше протеза. Не хотелось как-то выделяться. Это было на протяжении лет 5, наверное, с 2009 по 2014-2015, наверное. Всегда ходил в штанах, особо не выделялся. Иногда прихрамывал, кто-то замечал, что я прихрамывал. А потом уже меня в то время, как раз я уже был женат, меня жена поддержала, говорит, что такого-то? Давай будешь просто в шортах ходить, летом на улице. Я вышел из зоны комфорта и начал носить шорты летом, в магазин, на работу. Многие даже на работе они удивлялись, они не знали. Я работаю на НВК Саха с 2012 года, и некоторые сотрудники удивлялись, они не знали просто-напросто. Последние 4 протеза очень хорошие, они более современные, чем были до них. На них можно не только ходить, но и бегать. На самом деле бегать, прыгать, все что угодно. Они не ограничивают ни в чем. Естественно, лучше не с протезом. Протез это уже одно целое со мной. Спустя столько времени протез уже как будто бы он всегда со мной. И я настолько привык, что я не замечаю этого. Я могу долго ходить по улице. Нога абсолютно не устает. И из-за того, что, опять же, современные технологии, протезы сейчас очень хорошие. Носки и обувь я покупаю так же, как и до автотравмы. Получается 44 размер обуви. Носки также подходят те же самые. Единственное, когда мне изготавливают протез, я прошу, чтобы стопу сделали на размер меньше, чтобы удобно было одевать обувь. Абсолютно никакие. Но реально, когда я вышел из зоны комфорта с 2015 года, просто даже иногда очень дети удивляются, опять же, я их понимаю, и я разные истории какие-то придумываю. Очень распространенная история – это то, что я спасал свою жену от акул в открытом море. До протеза, наверное, да, потому что очень было сложно ходить на костылях. Я был прикреплен к 3-й поликлинике в старом здании, и приходилось на 5-й этаж по лестнице прыгать, просто держась, опираясь на перила. В тот период очень сильно помогли родственники, и меня поддержали и, так сказать, поставили на ноги. Ни от чего.
я делаю все то же самое, что и до ампутации. То есть мне не мешает это в повседневной жизни никак. Я могу также купаться. Есть протез для купания. Если мне сейчас дадут ту ногу, которая у меня была, я, наверное, не смогу просто на ней ходить. Потому что я отучился от этого.